الله أكبر. 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 Allah quay مساجد marshall'u ويترى ليشتينا خرجتو بحول عليت خيتشو نيو ويتوشا دحوشي تجيب حقاش عيشة يوشوي نفشكو من بيدا دوش كيبر بوي دعوش دا تيحي بيت كيوي دا قيتمش دا دا نيسو تيانسانو بيعيات توبال دا لوش ديزا دي شلار لوش يسيت بوش عردا خلوي ويقومنا وتصغاسي كلا يسن بولوي نوش قوما وينوش بتشالخ عشبو باخر وشنا أهلنز عشبو باخر وشنا بيدا خليتي ويميل ديشتك حقنيشو دو خامش ثاني بيرتاح يوكمتك ترى إلا وخير ثاني يرجع وش جالوش وخان بيدا دوش هش ويبيدا بوش خليتي ويتاني زغيرتان داتس ويتاني دعال داتس وي دخويش بوبالخ وي ماشو يوي ليوشك ويتعا بوسل دين اي ان ليو ديش داتس إدين وي دات يعربو دين دوتسون دوت يهم داخيتسا وين بيدا دوتسك داخيتسا وين بيدا دي ليو ديش دوي وين سنا بيد خلاباتس от بوسل دين وزغاس ждишки فرشامل دي глази بيخلش داتس وين مخار الله وزغاس كشير ويو كامل ترسوشن بيخمن فيلش مزبع مدى عروة أوجر بيوغ تبو شامل وبيوغ يرجوش شيالين بيوغ لي يامرت لوي ناغن بين بونيتس إيتس بين بو كاش بيخشي وصقران شداء يازيما محتاجين دينا ليوشي عربو بيوغ يشي بيوغ ديني يشا يرجو يشتون دي ловая он объявил новый порядок. Дорогие друзья, сегодняшний прямой эфир мы посвящаем зачитыванию информации для того, чтобы проинформировать наше чеченское население, которое находится на оккупированной территории Чеченской Республики, а также для наших соотечественников, находящихся вне пределов Чеченской Республики, вынужденно находящихся в странах Запада, Америки, Канады, Австралии, а также в странах бывшего Советского Союза, СНГ, Средней Азии, Ближнего Востока и Турции. Группировки сирийской оппозиции, свергнувшие режим Башара Асада, договорились распустить свои вооруженные формирования и сформировать из них единую национальную армию страны, объявил фактически новый лидер страны Ахмед Аль-Шараа. Аль-Шараа, возглавляющий исламистское движение Хаят Тахрир Аш-Шам, до сих пор включенный в списки террористических организаций во многих странах, включая Россию. А как мы знаем, Россия на самом деле, это справка от редакции, является проводником и распространителем именно терроризма в любых его формах, проявлениях, путем праворадикальный исламизм, праворадикальный терроризм, таких как в странах Испании, баскский терроризм или на Корсике во Франции, а также всегда чувствуется русский след. Даже если в Германии праворадикальные партии, то это они связаны, если мы покопаемся, всегда с Россией. А самое главное, их оружие последние 30-40 лет – это исламский терроризм, мусульманский терроризм. И поэтому все эти террористические группировки, такие как Талибан, Тахрир, Аш-Шам и другие, и даже Аль-Каида, это все нити ведут в Россию ФСБ Лубянка. Мы об этом знаем, говорим, будем говорить и будем повторять. Заявил об этом в присутствии лидеров нескольких других вооруженных оппозиционных групп. Среди них, однако, не было представителя курдов, контролирующих северо-восток Сирии. Все эти формирования будут интегрированы в новую национальную армию под контролем реформированного Министерства обороны страны, сказал Аль-Шараа. На прошлой неделе это ведомство возглавил Мурхаб Абу Асра, также высокопоставленный представитель ХТШ Хаят Тахрир Аш-Шам. Значит, если полностью читать. Боевики, которые возглавили победное наступление повстанцев на столицу Дамаск.
Государственное информационное агентство САНА опубликовало несколько фотографий, на которых Ахмед Аль-Шара, прежде более известный под боевым псевдонимом Абу Мухаммед Аль-Джулани, снят в окружении глав нескольких сирийских вооруженных группировок. Среди них не было представителей сирийских демократических сил СДС, курдских формирований, которые контролируют приграничные районы на северо-востоке страны. На днях Ахмед Аль-Шара уже говорил, что новые сирийские власти ни в коем случае не допустят появления стране неподконтрольного государства оружия. Это прозвучало как предупреждение, адресованное в первую очередь курдам, которых Аль-Шара упомянул отдельно. Новые власти подчеркивают, что Сирия не будет разделена, уверяя, что найдет способ интегрировать и курдские территории. Гражданская война в Сирии, начавшаяся под влиянием арабской весны 2011 года, продолжалась 13 лет и унесла более полумиллиона жизней, но там было больше жертв. И справка от редакции, там не было гражданской войны, там было просто массовое уничтожение мирного населения, которое выступало за демократические ценности, за права человека, за право на свободу личности, свободу волеизъявления, свободу права на собственности. И российское террористическое образование под названием Российская Федерация вошла туда именно с военной составляющей и с помощью авиации, ракет, а также своих бандитских группировок, таких как Вагнер, и так называемые частные военные компании, но это на самом деле подразделения подконтрольные спецслужбам России, уничтожали массово мирное сирийское население, которое хотело смены режима именно вот этого семьи Асадов, который поддерживался еще с советских времен советскими спецслужбами. Они уничтожили многие города, разрушили экономику, инфраструктуру, именно русские. И поэтому они Сирию вергли в крах. Но в конце концов, Башар Асад был свергнут. Но мы все-таки отслеживаем ситуацию и видим, что рука Москвы, рука русских с помощью исламских фундаменталистов, так называемых их агентов, так называемых джихадистов, на самом деле русских православных ахлусунна мусульман, все-таки остается влияние и присутствие в Сирии. Мы будем это отслеживать, информировать наше население на чеченской, чтобы они туда не ввязывались и не лезли. Так мы зачитали нашу информацию. Кто хочет, может прокомментировать, а мы будем слушать. Так, у нас есть такой новый какой-то ник, Алмаз Гурцев, Джон Саров, Фриман, Анна Стейча. Интересно, Анна Стейча сегодня будет говорить или нет? Анна Стейча, вы нас слышите? Да, я вас слышу. Можешь говорить. Можно вопрос тогда, Анна Стейча? Да, конечно. Можете просто объяснить, если есть возможность, что обозначает вот это вот? Анна, понятно, а стейча, что это такое? Это что-то связано со стейками? Ни в коем случае. Меня на самом деле зовут Анна, а Стейси это чисто компьютер так выдал и все. Значит, вы по-настоящему вас зовут Анна, да? Анна Каренина, возможно. А вот вы, значит, не чеченка, да, я так понял. Да, конечно. Не говорите, кто это, не важно. А что у вас вот интересно, зачем вы, мы, конечно, всех ждем, принимаем, но какими путями, как говорится, вы попали сюда? Что вас сюда привело? Ну, в принципе, я, честно сказать, случайно наткнулась на шортс Хармата. И так поняла, что есть такие же люди на такой же волне. И потихоньку как-то уже поняла, в каком направлении мне двигаться. И просто поочередно присоединяюсь к нашим каналам, чтобы просто быть в теме для размышления. Иногда бывает там полезно, когда пища для размышления, чтобы понять дальше, как двигаться. Потому что, поняв для себя, что тебе нужно в этой жизни, также у нас есть
окружение, да, дети, там, родственники, которым нужно преподнести какие-то моменты, которые мы с вами уже поняли, достаточно так, чтобы они тоже это поняли. Потому что а, в любом случае вот это первое впечатление, когда человеку говорят, ну, это как научиться заново читать для некоторых людей. И также я беспокоюсь за свою республику, за свой народ и пытаюсь как-то быть с вами на позитиве. Просто на работе у меня не всегда получается поддержать диалог. Ну, как говорится, я всегда в теме Алмакла. И очень вам благодарна, что вы поднимаете очень такие полезные темы на всех наших каналах, скажем так. Вот, все, наверное, это. А можно вот в поддержку того, что вы сказали, вот сказать Аллаху Экбер, вот в такой тональности, или вам в такой тональности больше нравится? Аллаху Экбер, или в такой, знаете, языческой шаманской форме? Аллаху Экбер, или в такой арабской, вот так. Аллаху Экбер, как вам нравится? Вот можете сказать? Честно сказать, сама формулировка этого слова мне никак уже не нравится. Никак. Хорошо, ладно. Ну, как-то, знаете, вы, мне кажется, какая-то радикалка даже. Вы воинствующая атеистка. Ну, вы не принимаете религию Алляха. Там же вся красота, вся святость и мудрость. А почему не разрешаете верить людям? Вот. Видите, как я вас сейчас вот... Почему вы не хотите, чтобы я верил в Алляха? Я же хочу просвещать, вот именно, говорю, кричать. Алляху Экбер, Алляху Экбер, Алляху Экбер, Алляху Экбер. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Кстати, поздравляю всех с Рождеством, всех католиков. Мы же все мусульмане православные во Христе. Реакция, Знаете, реакция. я пару слов еще добавлю, раз я уже начала говорить. Я ни в коем случае никому ничего не запрещаю. Просто у меня есть строгое правило, что это личное дело каждого человека, и не надо это кому-то навязывать. Каждый пускай идет, скажем так, по своей волне, и не надо задевать других. И все. И мы с вами это прекрасно понимаем. Направить другого человека туда, куда ты хочешь идти, не нужно. У каждого человека есть свой разум, своя голова на плечах. Просто если люди понимают, грубо говоря, в чем смысл жизни, они просто бок о бок к этому идут. А если кому-то нравится кричать что-то, пожалуйста, я не против. Кто-то молча об этом говорит, кто-то кричит на весь мир, кто-то сам ничего не делает, заставляет других что-то делать. Я просто знаю, что мне нужно, и я знаю, к чему я иду, и от чего я ухожу. И все. Что мне Да, говорит. понятно. Понятно, ваша позиция ясна, но мы знаем, что эта формулировка «я никому не запрещаю», она не проходит с русским православным Ахлусунова Аль-Джама исламом. А как мы знаем, Аллах является черный верховный каменный истукан из Мекки, выбранный Мухаммадом из более 360 каменных истуканов. Они не дают эту возможность выбирать, они навязывают. Так что я имею в виду, люди здравые люди, здравомыслящие, именно мирные люди, здоровые силы, они не могут быть мирными, потому что к нам Россия впихивает насильно, заметьте, воинствующим образом, искореняя все исконное, искореняя, просто на корню вырезая, выжигая эту арабскую, именно рабскую идеологию, потому что она подконтрольна России, империи русской. Потому что русские – это титульная нация, и им нужны рабы. Они сами являются рабами, и они тем самым загоняют в рабство эти нации, именно чеченцы. А мы говорим о чеченцах, другие нас не интересуют. Да, хотелось бы подчеркнуть, мы войну именно чеченцы исламу не объявляли, мы с ним не конфликтуем. Это ислам пришел к нам с помощью России, и мы просто возвращаемся к истокам, и мы говорим, нам ислам не нужен, так же, как и Россия. Мы хотим говорить на своем языке, верить в то, что мы хотим верить, именно наши исконные ценности. Кто хочет
никакой вере мы тоже не призываем. Никому мы не запрещаем верить в Аллаха. Кто хочет, пускай верит. Все дагестанские, так называемые, созданные, сколоченные Российской империей народности, пускай верят. Пускай они молятся день и ночь гадам, заднеприводным, этим своим муллам там ходят поклоняться. Верят. Мы не запрещаем. Мы не запрещаем другим тоже. Но мы говорим четко, ясно, хватит, достаточно. Мы больше вас терпеть не будем. Это наша толерантность с нами сыграла злую шутку, потому что мы, чеченцы, на самом деле, очень демократичная нация. И мы принимаем людей такими, какими они есть. Но они, зайдя к нам в дом, усевшись на наш стол, который мы накрыли гостеприимный, съев все там явства и блюда, образно выражаясь, взяли туда именно, испражнились, а потом эти испражнения начали размазывать по всему дому. Вот чем занимается русское террористическое образование, как Российская империя, Россия, с помощью ислама. Потом они вот этот ислам к нам завезли, потом вот эта идеология Мухаммада, которому мы должны поклоняться и верить, и любить его больше, чем своих родителей, за которого готовы убивать своих родителей, братьев, сестер. Потом весь разврат, это вся Камасутра индусская, которая, в принципе, Камасутра индусская, это сборник именно позиций и техник для любовных актов, будем вещи называть своими именами, потому что по-другому никак не можем, а те все блюстители нравов, которые нам запрещают это говорить, катитесь вы к черту, к дьяволу, к Алляху, к Мухаммаду, идите в Русню, в арабские страны. Вы никто, вы ничтожество, потому что, видя такое бедственное положение, именно просто ничтожное положение нашей нации, вы еще хотите показать себя с какой-то морально-нравственной стороны, именно вы показываете себя в высшем свете, вы не являетесь блюстителями нравов. Вы являетесь проводниками русской православной идеологии ислам, и вы делаете все, чтобы наша чеченская нация оставалась в этом рабском состоянии. Вы мерзавцы. Кто бы вы ни были, под каким бы соусом вы ни говорили, не говорите правду, типа прикрываясь тем, что это некрасиво, нецензурно. Вы мерзавцы, вы подлые лжецы, вы ничтожество. И кто бы это ни говорил, мы будем называть его имя и говорить ему в лицо именно здесь вот. Мы, конечно же, не объявляем никому войну, но мы будем говорить: ты мерзавец, вы лжец, вы не даете донести правду нашей нации. И поэтому вот эта вот вся исламская идеология, которая запрещается в Коране, а мы говорили о Камасутре индийской, там любой любовный акт, так скажем, на добровольной основе, тогда как в Коране это насильственно навязывается, и это является ваджибом, это значит обязанность. Фард, они говорят, ваджиб. Это очень индуист говорит, это нужно, это обязанность, скажем, делать так, потому что это сунна Мухаммада. А сунна — это значит путь, это то, что делал Мухаммад, и быть похожим на него, делать все, что он делал. Это значит выдавать свою дочку за свою... Не выдавать, а продавать за кольчугу своему двоюродному брату, жениться на дочери своего приемного сына, насиловать 6-летних, 9-летних девочек, желать рая гомосексуального, именно педофильного типа, с 1000 жемчужными мальчиками, запрещать потом насиловать своих матерей в суре 4 аят 23, но при этом разрешая, как они говорят, брать в жены своих двоюродных сестер по линии отца, по линии матери. Это что за безобразие? Это что за разврат? Это что такое вообще? Как мы не можем это замечать? Как мы можем запрещать людям доносить эту всю грязь для нашего бедного, замученного чеченского населения, которое находится в рабстве? Пользуясь случаем, приветствуем Карена. Карен, вы наш самый лучший гость. Огромное вам спасибо. Вы наш самый преданный слушатель. Мы за это вас любим, ценим. Через вас мы налаживаем мосты с нашими армянскими братьями, друзьями, потому что армяне тоже имеют право на свою свободу, на свое государство. Пускай армяне живут счастливо, и чтобы у них все получалось, как они хотят, и чтобы Армения процветала. У нас в гостях... Да, говорите, если хотите сказать что-то. Спасибо за слова. Я вам желаю взаимно. Мы всегда будем за общечеловеческие ценности говорить, и все те,
кто борется за их права, за право свободы слова, за право свободного волеизъявления, за право на собственность, за право на жизнь, за право на свободное передвижение. Это универсальные человеческие ценности, и мы всегда будем поддерживать, кто бы он ни был, какой бы национальности он ни был, какой бы расы он ни был, религии, конфессии, это не важно для нас на самом деле. Но мы всегда будем наносить правду нашему населению. У нас в гостях мини-будулак, мирный мини-будулак тоже. Ему дадим слово, если хочет, может. Потерпевший Музмахмадович тоже с нами. ФМ, Оборгзелом прибыл к нам. МГБ. К нам присоединился наш чеченский боевой ворон со скандинавским окрасом. Букча Нохчо тоже с нами. Кто хочет, может говорить. Кстати, мы сейчас зачитаем одну суру и аят из Корана, а потом вам дадим слово, чтобы вы уже как бы могли между собой пообщаться. Вот смотрите, у нас очень интересная ситуация, да, вот Коран, там вся святость, и мы будем читать всю святость Корана. Сура 18, аят 83. 83 аят из 110. Ладно, зачитаю это до конца. Это самый святой, прекрасный язык, который будет в раю. Все, это конец. Читаем на чеченском. Обратно мы отсылку делаем к нашему Руслану Закрееву, президенту независимой республики Шалажи, который сказал, что мы все произошли от пророка Ноха. И все в этом мире на чеченском языке. Ну, это ФСБшный, КГБшный агент. Он уже ушел, как говорится, к праотцам. На самом деле он гниет землей, потому что мы не верим в загробную жизнь, все эти сказки. Но он был еще тем подлым мерзавцем, отъявленным предателем своей нации, который работал на службе и в угоду Русне. Сначала в конце 80-х он начал свою деятельность и посредством своей смерти закончил ее вот недавно, где-то вот, буквально несколько месяцев назад. В Алхалу он точно не попадет, а попадет исламский джанна. В Алхалу ему запретно. Да. Давайте зачитаем. Они спрашивают тебя о Зуль-Арнейне. Представьте себе, в Коране до скончания века человеческого, до судного дня это будет всегда, это неизменно. Считаем, какая польза человечеству, а особенно чеченцам от Зуль-Арнейна. Мы живем в горах, и нам рассказывают про Зуль-Арнейна. Кстати, басханы, масханы, шмасханы и другие муллы, которые есть там в Норвегии, какой-то Абдул-Рахман, это все, Абдурахман Тузик, Тузик Абдурахманов, его братья, вот, пожалуйста, вот, разбирайте вашу религию. Сура 18, аят 83. Смотрите, какая нам польза от этого? Чеченцев именно, чеченцев. Они спрашивают тебя о Зуль-Карнейне. Скажи, я прочту вам поучительный рассказ о нем. Представляете, в Коране вам читает поучительный рассказ, сказки. Значит, Аллах сидит, передает своему пророку Мизмаму арабу, бедуину, который подтирается 3 камешками, говорит, вот, читай, вот, это самое важное, что есть в жизни у человека, вот этого. И этот Мизмам передает, он говорит, я прочту вам поучительный рассказ о нем. Вот смотрите, он, и все, вся сура. Это вся сура, там больше ничего нет, в 2 строки. Они спрашивают тебя о Зуль-Карнейне. Скажи. Смотрите, даже разберем по частям. Они спрашивают тебя о Зуль-Карнейне, точка, скажи, двоеточие. Я прочту вам поучительный рассказ о нем. Точка. Это что такое вообще? Это в Коране такая есть сура и аят. И что тут божественного, священного, мудрого для чеченцев? Для людей, в общем, да, мы можем говорить об этом, но в частности для чеченцев. Ничего. Ну хорошо, мы хотим понять, потому что мы же хотим понять истину, поэтому мы ищем информацию, мы хотим понять. И мы будем читать тафсиры. Тафсиры — это значит объяснение. Спрашивают Абу Аделя. Берем тафсир от Абу Аделя. От Абу Аделя берем тафсир. Там написано. И спрашивают они многобожники, как обычно начинается игра слов, многобожники, единобожники, троебожники, четверобожники, пятибожники. Тебя пророк. Пророк — это значит Мизмам. О праведном правителе. О праведном правителе. Очень много праведных правителей в Коране упоминается. Там у них разные правители, всякие правители. Тут еще один праведный правитель. О праведном правителе. Зуль-Карнайне. Скажи им, я прочитаю вам о нем упоминание, расскажу о нем. Все. Весь тафсир. А как мы знаем, мы объясняли несколько раз нашим слушателям, и сейчас мы повторяем, потому что наша
Цель это донести информацию для наших чеченоговорящих, а также не чеченоговорящих граждан, не граждан, друзей, товарищей, коллег. Правду, истину. Тут они говорят, если ты читаешь тафсир, ну, ты читаешь суры и аяты, как бы объясняю, нужно читать тафсиры, потому что в сурах и аятах все не поймешь. Но, прочитав суры и тафсиры, ты начинаешь там ссылки, отсылки, и вообще, в принципе, ты должен потом читать хадисы. Хадисы – это такой набор, сборник всяких рассказов, это просто ужас. Это кошмар. Там можно всю жизнь потерять и умереть, и всей жизни, и из жизни всех твоих родственников не хватит, чтобы все эти хадисы почитать, перечитать и понять, перепонять, потому что этих сборников много там. Есть там какой-то Муджахид, там этот Бухари, кто там, Ат-Тирмизи, еще кто там, кого там только нету. Муслим. Ну, это вообще нескончаемые арабские сказки. Поэтому мы называем это «1001 ночь» арабских библейских сказок. Ну, все, на этом мы как бы скопи закроем. Возвращаемся к тафсиру. Абу Адель мы прочитали. Зачитываем снова. Ничего мы от себя не меняем, ничего не добавим. И спрашивают они многобожники тебя, пророк, о праведном правителе Зуль-Карнайне. Скажи им, я прочитаю вам о нем, упоминание расскажу о нем. Потом переходим к толкованию от Ас-Саади. Они спрашивают тебя, это новое толкование. Ас-Саади, это великие исламские мужи, светила ислама, толкуют нам Коран. Тафсиры дают свои объяснения. Они спрашивают тебя о Зуль-Карнайне. Скажи, я прочту вам поучительный рассказ о нем. Люди Писания, это значит те, которые упоминаются, но которые следуют Библии Иисусу Христу, это значит. И многобожники спросили посланника Аллаха об истории Зуль-Карнайна. И Аллах повелел ему сказать, расскажу вам о тех удивительных деяниях этого человека, которые станут для вас напоминанием и назиданием. Что же касается прочих событий из его жизни, то я не стану рассказывать вам о них. Все, заканчивается толкование от Ас-Саади. Второе толкование от Ибн Касира. Всевышний говорит, это, прошу прощения, третье толкование, это уже от Ибн Касира. Всевышний говорит своему пророку. А пророк у нас, как мы знаем, Мюзмяма. Благословить его Аллах и приветствует. Они спрашивают тебя, о Мюзмямат, о Зуль-Карнайне, о его истории. Как об этом было сообщено раньше в 5 аяте. Если надо, мы вернемся в 5 аят. Неверные Мекки отправились к людям Писания спросить у них, как испытать пророка Аллаха, допустить его Аллах и приветствовать. Те сказали им, спросите его об обитателях пещеры, о Зуль-Карнайне и о духе. По этому поводу была неспослана данная сура. В хадисе от Ухбы ибн Амра со слабым иснадом. Иснад это с арабского на чеченский, значит, это цепочка, заюз, ну, последовательность. Сообщается, что группа иудеев, как обычно всегда надо иудеев приписать, пришла спросить пророка, да благословит его Аллах и приветствует. А это ложь. Никогда иудеи к пророку Мюзмяму не приходили, потому что зачем им пророк арабский, какой-то бедуинский, который живет в пустыне, тогда как у них своих пророков хватало, там больше 11 их было. Да благословит его Аллах и приветствует о Зуль-Карнайне. Он сообщил им, что Зуль-Карнайн был юношей из греков, который построил Александрию. Так, логическая цепочка, связь, прошу прощения, это смешно, поэтому я извинюсь, ваш покорный слуга. Арабы где? А где греки? И почему в Священном Писании от Аллаха, которым он ниспослал прямым ходом, ну, на прямой линии к своему пророку Мюзмяму, арабу Бедуину, упоминать о греках? И это показывает, что они своровали многие рассказы в Коране от библейских рассказов. Этот Мюзмям сделал целую вот салатницу, сделал такую, знаете, вот называется это салат оливье. Да, вот это любят там все туда закидывать, какие-то горох, там вареные яйца, колбасы, потом майонезом все это справляют. И поэтому они своровали многие рассказы вот этих библейские, добиблейские или библейские вот эти все сказки вот эти вот христиан, так скажем. Читай дальше. Что Зуль-Карнайн был юношей из греков, который построил, еще раз, подождите, справка 13, и самое главное, даже если бы это они взяли у них, ну, какого, как говорится, ну, не будем говорить черта, ну, зачем арабским бедуинам греческий какой-то юноша-царь для того, чтобы его возводить в титул святых и записывать на века до скончания рода человеческого
священную книгу всех мусульман, которую никто никогда не сможет изменить, и она будет неизменной, в Коран. Вот какой смысл? Задайте сами себе вопрос. Где тут логическая связь? Вот ваше критическое мышление включите и подумайте, есть ли тут связь какая-то, есть ли тут какая-то святость или мудрость. Ну, нету ничего. Просто сборник наворованных сказок и своих внутренних таких местных местечковых сказок «1001 ночь», поэтому мы это называем. Так, читаем дальше. Что Зуль-Карнайн был юношей из греков, который построил Александрию. Существуют разные мнения относительно его происхождения. Есть мнение, что Зуль-Карнайн был царем, обладавшим великой властью, и, как напомнил Аль-Азрак и другие, что он обошел Каабу вместе с Ибрагимом, мир ему, когда тот впервые ее построил. Он уверовал и следовал ему. Что касается другой версии, что Зуль-Карнайн был греком Александром, то он был сыном македонского царя Филиппа, который вписал летопись в историю Византийской империи. Его министром был известный философ Аристотель. Македонский жил примерно за 300 лет до рождения Иисуса, который сын Джабраила, Иса Джабраилович, сын Марьям, мир ему. Мы уже упомянули значительную часть истории в книге «Начало и конец», чего более чем достаточно, хваля Алляху. Как сказал Вахаб ибн Мунабих, он был царем, которого прозвали Зуль-Карнайн, потому что бока его головы были из меди. Вы представляете, да? Хорошо, ладно. В то время, может быть, медь — это тяжело такой добываемый металл. Его было тяжело, дорогой, видать, был металл. Но сегодня с нашими высокими технологиями, просто с нашими мозгами, с нашим образованием, с нашим развитием человеческим, такой прыжок мы сделали. Но как это можно принять? Какие медные пластины вокруг головы? Ну что это такое вообще? Это же безобразие. Как сказал Вахаб ибн Мунаббих, он был царем, которого прозвали Зуль-Карнайн, потому что бока его головы были из меди. Некоторые люди Писания, это люди, которые в Библии, христиане верующие, говорили, просто отдаем справку, чтобы понимали, когда говорят люди Писания, что это говорится о христианах. Говорили, что его прозвали так, потому что он был царем персов и ромеев. Еще говорили, что у него на голове было два хохолка. Иудеи, потому что у христиан нету иудеи. Иудеев. И их мидришах еврейских — это сказки, которые они рассказывали детям. Угу. Огромная благодарность, коллега, за справку. Вы закончили? Я продолжу. Да, брат. Коллега, Это был всего лишь ремарка. Да, вы можете меня называть коллегой, потому что если вы меня будете называть братом, то получается, что мы братья-ахишки здесь. Просто называйте меня коллегой, я вас прошу. Коллега. Хорошо, это будет красиво и профессионально. Огромная вам благодарность за понимание, коллега. Кстати, Криксраун, наш чеченский, боевой ворон со скандинавским окрасом, чеченский боевой, является великим специалистом и алимом именно в исламе. Просто для информации. Так, читаем дальше. Еще говорю, что у него на голове было два хохолка. Это просто я извиняюсь. Всегда я смеюсь, когда это читаю. Еще говорю, что у него на голове было два хохолка в виде рога. Сказал Суфьян ас-Саури от Абу Туфайля. Али, да будет доволен им Аллах, спросили о Зуль-Карнайне. И он сказал, он был искренним, снова возвращаемся к рабству. Справка 13. Рабом Аллаха. Всегда во всем в Коране раб на рабе, рабство, Аллах, раб. Все рабство о рабстве и о рабах. И что самое главное, дорогие друзья, мусульмане, во Христе, братья, ахишки, ухтышки, если вы хотите понять истину, на самом деле, читайте Коран и читайте тафсиры. Не надо читать никаких дат, потом уже идите к хадисам. Просто открывайте каждый день по 2-3 страницы своего священного писания Корана, арабского вот этого сборника «1001 ночь», именно насильственных методов подавления свободолюбия в человеке, Коран это называется. И читайте каждый день, просто читайте, и вы будете познавать истину. Ничего тут не надо сочинять, там, что-то новое выдумывать. И вы познаете истину, на самом деле. Читайте Коран. Зачем вы его не читаете? Читайте Коран и читайте тафсиры, а потом, если надо, идите на хадисы. Так, читаем дальше. Али да будет доволен им Аллах, спросили о Зуль-Карнайне, сказал, он был искренним рабом Аллаха и искренне призывал свой народ к нему. За это они ударили его по одному рогу, и он умер. Вот все. И сказка, конечно. Ну, заканчиваю.
Но Аллах оживил его, и он снова стал призывать свой народ к Аллаху. Они вновь ударили его по рогу, и он умер. Ну что это такое? Какое-то издевательство. Они измывались над своим царем. Они говорят, что у него была одновременно здесь великая власть, данная ему Аллахом, и что он был таким сильным бойцом, что он завоевал полмира, что у него были медные пластины по бокам его головы, но какие-то люди, непонятно какие, за то, что он призвал к Аллаху просто, его ударили по рогу, он умер. Потом Аллах его оживил, он снова призвал, его снова убили, и ударили по рогу, и убили. Они вновь ударили его по рогу, и он умер. И его прозвали Двурогий. Говорят, что его называют Двурогим потому, что он достиг двух краев земли, Востока и Запада. Как мы видим, в арабском мире есть только Восток и Запад, но у них не было никогда ни севера, ни юга. Вы понимаете, какие примитивные были эти бедуины? Потому что они кочевали на своих верблюдах. Они никогда не поднимались на своих верблюдах там, где холоднее, но они и дальше не спускались, потому что за Йеменом было уже море. Потому что для них не существовало юга. Потому что если спускаться по Саудовской Аравии, если вы географически посмотрите вот эту Саудовскую Аравию, то эта Аравия, она омывается Персидским заливом и Красным морем между Африкой и Саудовской Аравией. И вот они доходили до крайней точки Саудовской Аравии, допустим, на западе, до Красного моря, доходили до Персидского залива, спускались вниз до Йемена, доходили до Индийского океана, а вверх они уже не поднимались, потому что там было им холодно. Но потом они дошли все-таки до Дербента. Но они уже забыли, что есть юг, север, но они знали, что есть только восток и запад. Поэтому они сказали, он достиг двух краев земли востока. Они были ограничены в своих географических знаниях, поэтому они мир не открывали. Вот что мы хотим сказать. Он достиг двух краев земли востока и запада, куда восходит и заходит солнце. Вот и вся информация о Зулькарнайне. Мы закончили. Кто хочет, может добавить, обсудить. Пожалуйста, вам слово. Собор к нам присоединился. Мы так подозреваем, что это наш хороший слушатель. Собор. Салам. Коллега, ты сказал, что можно добавить. Тогда я бы хотел спросить. Просто забей в интернете, в какое время жил Авраам и какое время жил Александр Македонский. Ведь они утверждают, что они совместно в Каабу вошли. Ты можешь себе представить какие-то племена, кочевники, бедуины, и он ради того, чтобы войти в Каабу, поехал в Аравию. Просто забей информацию, посмотри, когда жил Авраам и этот македонский Александр. Да. Ну, года вы хотите, да, чтобы мы сказали? Да, просто скажите нашим слушателям, да, какие года они жили, и вообще, ну, чтобы поняли, насколько примитивно это все. Хорошо, коллега. По вашей просьбе мы это зачитаем. Так, смотрим. Значит, читаем. Так, будем зачитывать. Авраам, библейский персонаж, сын Фары, отец Измаила и Исаака, родился по традиционной библейской хронологии в 1812 году до нашей эры, согласно Библии. Авраам прожил 175 лет и умер в 1637 году до нашей эры. Авраам – родоначальник многих народов, в том числе и еврейского, и духовный предок всех авраамических религий. Родился в 1813 году до нашей эры, умер в 1638 году до нашей эры, Хеврон, это сейчас на данный момент это Израиль, в браке с Сорой, какой-то был родители Амасла Фара, эти Медан, Измаил, Ишбак, Иокшан, Зимран, Мадиан, Шуах и так далее. Значение имени Великий Отец народов. Это про Авраама. А сейчас мы прочитаем про Македонского. 20 июля 356 года, 10 июня 323 года нашей эры. Он довольно очень много раньше жил, чем Авраам.
Александр Македонский, Александр III. Не-не-не, наоборот, Авраам жил до Македонского еще 1500 с лишним лет, а до нашей эры это значит, ты посмотри, дата рождения Македонского, чтобы ты понимал. Это оговорка, прошу прощения, Да. оговорка. Я Да. говорил, это моя ошибка, да. Коллега, огромное спасибо. Я сказал, что Александр Македонский жил раньше, да? Я сказал. После Авраама, вот 1500, Ну я что сказал? больше 1500 лет между ними разница. Да. Все, понял. Да, оговорка. Значит, Авраам, так, прошу прощения, 300, прошу прощения, я оговорился, возможно. 356 год до нашей эры, он жил, 20 июля 356 года до нашей эры, а Авраам жил 1813 год до нашей эры. Значит, Македонский жил раньше Авраама. Так, все понятно, я оговорился. Македонский жил раньше, прошу прощения, оговорка, я прошу прощения. Александр Македонский, Александр III, великий царь Македонии из династии Аргиадов с 336 года до нашей эры. Выдающийся полководец. Это значит, в Оран его занесли после всего того, что он сделал. Создатель мировой державы, распавшийся после его смерти. Родился предположительно 20-23 июля или 6-10 октября 356 года до нашей эры в Пелле. Родился 20 июля 356 года нашей эры Пелла, Македония. Это настоящая Македония, которая сейчас является государством в Европе, балканская страна. Умер 10 июня 323 года нашей эры, 302 года, Вавилон, Месопотамия. Вавилон, возможно, это Вавилон, это нынешний Ирак, вот эти Багдад. территории, где Ефрат, Да. вот эти места, да. Месопотамия, это Тигр и Ефрат. Вавилон, возможно, это и есть Багдад нынешний. В браке с Роксана Сатира. Родители Олимпиада Эпирская, Филипп II Македонский. Дети Александр IV Геракл. Годы правления с 336 года нашей эры, своей смерти в 323 году до нашей эры. Вот такие вот истории. Итак, как получилось, коллега, прошу прощения, как получилось так, коллега, что если Авраам жил еще до Македонского 1500 лет, а Македонский появился на свет спустя смерти Авраама 1500 лет, то как они вместе вошли в Каабу? Мы мусульмане, алхамдулилlah, да, верим в ислам, знаем, что есть ислам, верим в Аллаха. И мы хотим спросить, зачем они допускают такие грубые ошибки? Мы, мусульмане, недовольны этим противоречием, понимаешь? И что за ученые такие могли допустить? Да, мы хотим истину. Тут же написано, 323 год до нашей эры жил, родился в 356 году до нашей эры. В 356 году до нашей эры родился Македонский, 356 год до нашей эры, а наш пророк Авраам, Ибраим, значит, родился в 1813 году до нашей эры. Смотрите, какая сейчас, даже посчитаем, 1813 отнимаем 356, 1813 отнимаем 356. Он 1457 лет жил раньше Македонский жил раньше Авраама. И напрашивается закономерный вопрос, правильно коллега подметил, очень правильно подметил наш коллега скандинавский, вот этот чеченский боевой ворон со скандинавским расом, что Авраам был позже Македонского, 1457 лет позже он появился на свет. Не позже, наоборот, брат, это наоборот. Авраам был до Македонского, смотри, брат, здесь тема такая, смотри, брат. Ой, коллега, когда говорят до нашей эры, вот это нынешняя эра, это наша эра. И там идет, да, и там идет такой обратным отчетом. Ты посмотри смерть. Я понимаю. Оговариваюсь, прошу прощения. Да. Это значит до нашей, это вообще отчет современного летоисчисления идет со времени рождения Иисуса Христа, если по Эмора Исы Джабраиловичу. Да, правильно. Если да, а до нашей, это как обратный отчет считается. Там совсем понятно. Другое. Все правильно, оговорочка. Значит, вот этот Зулькарнейн, так, если он был
обратно надо эти года, смотрите, я их по памяти сейчас. Так, Авраам родился в 1813 году, до нашей эры, значит, он старше Македонского. А Македонский родился, подождите, Македонский родился в 356 году. Значит, это обратный отчет. И вот задается закономерный вопрос. Как вот Македонский, который был моложе, если так взять по летоисчислению, взял с мертвяком, ходил в Каабу. Я так понял, вот с мертвяком Авраам. Он же не может ходить, потому что мертвяк уже Авраам, Ибрахим. Он говорит, все, его нету. Я не понимаю, Правильно, коллега? Мы же об этом говорим. еще чем-то лет они скажут. Да, да, коллега, именно так и есть. Как будто он труп где-то раскопал и вместе с трупом это самое в Каабу ходил, и после этого труп с собой в могилу забрал. Мертвяком ходил, да, вокруг этой Каабы. Да, с мертвецом кого-то хадж делал и в Каабу вошел там, понимаешь? Это настолько примитивные сказки рассказывают. Вот мы настоящие мусульмане, мы являемся православными мусульманами во Христе, во имя Отца, Сына и Святого Духа. Мы в это верим, что вот есть Отец, Сын и Святой Дух, и мы поэтому являемся православными мусульманами. Также у нас есть своя собственное войско Иса, алейхиссалам. Мы истинно верующие, православные мусульмане во Христе. И поэтому вот эти сказки, которые они рассказывают, мы не приемлем, так как мы более продвинутые, мы используем технологию, мы используем историю, как бы на сказки мы не опираемся. Мы видели там, когда рассказывают про Александра Македонского, говорят поучительный рассказ. Но, видите ли, они не добавили поучительный рассказ фантастический, понимаешь, или фантастический научный рассказ, понимаешь, и, как говорится, сказка ложь, да не намек, да, добрым молодцам урок. И как бы должны были подчеркнуть, что это фантастическая научная фантастика и так далее. Там. Поняли, о чем я, да? Но вот мы, так как мы православные мусульмане во Христе, такой бред не приемлем. Мы знаем точно, что Авраам жил до Македонского, между ними разница 1500 лет, и в хадж они не могли пойти, если только вот этот Александр Македонский, который называют Зуль-Карнейна, не совершил вандализм и не вытащил труп Авраама, и вместе с ним там как не прошел в этот Каабу и хадж, и все такое, пустыню прошел, понимаешь, и там, со своим войском. Пустыню надо было ему пройти. С мертвяком ходил, с трупом, да, вокруг Каабы. Ну, молодец вообще, Да. Зуль-Карнейн, вообще красавчик. Можно сказать, как он сохранил вот именно бальзамированием, они методом бальзамирования сохраняли вот эти вот тела вот этого Ибрахима, Авраама и всех вот этих вот пророков. Ой, какая интересная история. Очень познавательная история, очень замечательная. Да, и большая проблема, конечно, в том, что скажем, такое, развитые миры те времена не исследовали Аравию, так как это, пустыня, это богом забытые места, и видели, что иногда оттуда приходят караваны, примитивные люди такие, страшные такие, да, мы просто посмотрим фотографии вот этих арабов еще 100 лет назад, там, нам их преподносят, таких благородных людей, прямо вот таких светлых, одетых прямо в иголочку, да, мы 100 лет назад посмотрим на фотографии настоящие, это типичные, не знаю, какие-то бомжи, у нас, например, бомжи даже лучше, в России, посмотри, бомжи круче даже одеты, чем эти арабы еще 100 лет назад, да, там, в самом Мекке, Медине, круче, лучше выглядит, я уверен, и пахнут они лучше, понимаешь, потому что сами они описывали ситуацию, что они воняли овечины, понимаешь, овцами пахли они, воняло от них, короче говоря. И поэтому проблема в том, что пока мир был занят междоусобицей, там они плодились, как мы знаем, они плодятся просто чрезмерно, как кролики, как крысы плодятся. Как-никак успевали выживать там, занимались там каннибализмом, там, если не успевали там кормить детей, то убивали их заживо, в Коране это описывается, там, не убивайте своих детей, опасаясь, что вы, короче,
ну, за то, что вы не сможете их прокормить. Вот так я вам переведу, да, как это есть. И мы видим, они там формировались, да, там. И вот есть такой умный человек появился по имени Мухаммад. Умным он стал, надо признать факт, благодаря его жене. Он стал тем, кем есть, благодаря своей жене. И как бы я желаю каждому мужчине иметь вот такую жену, как его жену Хадиджу, потому что именно она создала из него лидера. Он был никем, он был сиротой, он был отвергнутым, он был рабом фактически у своих дядюшек, потому что мы знаем из истории, когда Хамза зарезал верблюд этого Али Абу Талиба, когда он хотел жениться, он этим двоим сказал, что это оба их рабы, и Али, и Мухаммад, что они оба, ну, как являются их рабами у их отцов, да. И вот эта женщина фактически сделала из никого, из человека, сделала лидером, дала ему мотивацию, смысл жизни, понимаешь ли? Он искал смысл своей жизни, он не знал, ради чего живет. Он человек травмированный, надо признать, потерявший детей, кидает то туда, то сюда, короче, использует его как раба фактически. На караваны отправлять, туда отправлять. Элементарно даже не смогли ему найти молодую жену. Понимаете ли? Настолько его родственники затравмировали его. И после этого мы видим, как только его жена умирает, он впустился во все там пляски и начал жениться налево-направо. Там. Взял самую молодую, спустя 3 года, что не помню, Аишу взял там, потом другую взял, потом другую взял. У него целый гарем появился. Понимаете? Человек был затравмированный. С детства не познал любви, не обучали его, что значит быть любовь. Там. Вот как бы дяди, если были бы нормальные у него, адекватные люди, хотя бы дедушка бы позаботился бы о нем, то такого, я думаю, не произошло бы в жизни, да, с этим человеком. Но человек не знал, зачем он живет. Когда вот у человека есть посттравматический синдром, он не знает, какого, извиняюсь за выражение, какого хрена он родился, зачем его родители породили на этот свет с этими мучениями, которые он с самого детства не познал ни любви, ничего. И плюс у него жена, понимаешь ли, которая командует над ним. И, конечно, он не знал своей сути жизни, и жена увидела его горе, тоску. Она дала ему новый путь, открыла новые ворота. Надо признать, что это реально великая женщина, я бы сказал бы, прямо вот идеал такой. Мечтаю каждого мужчины, на самом деле, если понять, потому что такая и должна быть женщина. Не такая, что гнобить там, давай мне деньги, надуть губы, там, это сам бамперы надуть, там, крылья надуть, там, ну, понимаете, о чем я, да, надувать все, что можно, да, там. А она, наоборот, была, умная была, хорошая была, с мозгами женщина, пожилая, не пожилая, но поэтому я считаю, что не имеет разницы в возрасте женщины. Главное, чтобы она мужчину дала почувствовать реального себя лидера. Не обязательно перед народом, но хотя бы в доме. Вот это и есть настоящая женщина. Так что давайте воздадим хвалу таким женам, как Хадиджа, но, конечно, она сделала ставку не на того, надо признать. Она сделала реально на психически больного человека, который позже начал издеваться над своим народом, который издевался вокруг над всеми, невзирая родственники, дочь, сын, там, кто бы ни было, там, да, там, давал им пить мочу своим друзьям, там, всем плевки давал, кровь пейте мою, то пейте, короче. Но элементарно превратил их там в сектантов, да, как вот этот есть Чарльз Мэнсон, или не помню, вот этот самый чувак, который был сектантом, да, вот прототип этого. И таких прототипов вот много есть. Посмотрите историю сектантов, как они себя вели, и посмотрите вот этих лидеров сектантов, и посмотрите Мухаммада. Если бы, конечно, если бы получилось бы так, что этого Мухаммада не угнетали бы в детстве, мы знаем, его угнетали, над ним глумились фактически, и были моменты, когда на его достоинство там, это самое, Его изнасиловали, да, двоюродный посягали. Да, его двоюродный брат посягает на его честь, да, вы знаете, о чем я, да, это передается
достоверных источников, если бы его, если бы его воспринимали бы наравне, то эта женщина сделала бы из него хорошего лидера, а не такого человека ненавидящего свою нацию. Этот человек в год убивал больше 70 тысяч своих соплеменников, арабов. Это достоверно, хадиса написано. Вы будете говорить, фальшиво, не фальшиво. Это достоверно, это никакая не фальшивка. Не надо мне сюда приходить, хадисы неправильные, Коран правильный. И это правильно, и это достоверно, и тот достоверно. Хотя для нас, это православных мусульман во Христе, это недостоверно. Мы более такие продвинутые мусульмане, но это достоверно. Как бы, понимаете ли, так как мы православные мусульмане во Христе, мы обитаем на севере, понимаешь, мы викинги такого рода, да. И вот что хочу сказать, да, говоря о том, о человеке, надо признать, был травмирован. Жена сделала таким лидером, да. Если бы не жена, то никогда в жизни не стал бы. Так что, женщины, будьте теми, которые сделают из своего мужа хорошего лидера, а не плохого, да. И при этом смотрите, за кого вы уходите замуж. Не за какого-то там психопата. Видите, что ваш муж психопат, нахрен гоните его. Просто уходите от них, бегите от них, потому что они вам покоя не даст. Да. И вы сами убедитесь, что вы были замуж за психопата, когда они будут просто-напросто вам покоя не давать, когда они будут вам подножки ставить в каждом шагу, да, там. У нас таких тоже хватает. Да. А за адекватно, если он адекватный, то дальше, пожалуйста, живите с ними, мир и согласие. Вот так вот. И делайте из своих мужей вот такими же лидерами. Как бы что бы ни говорили, наши женщины, это фактически, можно сказать, замена наших матерей. И вы действительно являетесь. Если вы будете воспринимать нас как, можно сказать, как детей, да, я не говорю, что вы нам будете матерями, я вообще в переносном смысле это говорю. Факт есть факт. Женщина заботится о мужчине. И мы, как бы, нация, которая выросли под опекой матери и до сих пор живем под опекой наших жен, знаем это, ну, кроме меня, да. Я сам справляюсь. Я могу сам позаботиться и все такое, вы это знаете. Но я говорю о большинстве нашего, да. Так что это от вас зависит, кого вы воспитаете. Но в нынешний момент вы, женщины, воспитали ублюдков, реальных ублюдков. Множество ублюдков вы наплодили и взяли, воспитали их ублюдками, арабскими ублюдками, а не нашими нахскими мужчинами, которые наплевать на чужую жизнь, готовы убивать друг друга, оскорбляют мать такую же, как вы, ненавидящую свою нацию, ненавидящую всю вокруг, коварные, вероломные. Вот кого вы воспитали. И это благодаря вашему арабскому исламу. Так что верьте в ислам, в который верю я, православный мусульманин во Христе, во имя Отца, Сына и Святого Духа. Все, я закончил. Читайте Коран, да? Вы призываете читать Коран. Хорошо. Огромное вам спасибо. Не. Читайте мой Коран. Не арабский Коран. Все, спасибо, коллега. Огромное вам благодарность. К нам присоединился FM. Давайте дадим слово FM. FM радио. У нас в гостях FM радио. FM, вы нас слышите? Можете дать обратную связь? FM пропал. FM слушает, но FM не дает себя слышать. А я бы хотел бы продолжить. Можно мне продолжить? Дашь мне кое-что спросить? Коллега, продолжайте, раз уж уже пошли. Хорошо. Лехук зашел. Ты мне выключаешь микрофон, здесь ты мне его не выключишь. Я задаю тебе обратно эти два вопроса. Я просто... Вот, Я ведущий... Я перед тем, как могу вы тебя скажете... послать в свободное эротическое путешествие. Подожди, давайте сделаем так. О, видите, шпион, агент Кремля. Сейчас, Типичный агент. Подожди, давайте сейчас мы запись выключим. Эту именно именно запись по Корану, потому что у нас была все-таки тематическая. И мы продолжим. Я вам дам возможность выяснить отношения, но призываю вас корректно. Микрофоны сейчас наша администрация выключила вам обоим. Мы дадим вам возможность... Аллаху Акбар.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر